закон телегонии, о котором, к сожалению, многие не знают, но который существует в нашем так сказать, вот мире нашего бытия. Более того, этот закон, я могу сказать, очень тщательно скрывается по разным причинам учеными. Потому что если этот закон был бы обнародован, и многие про него знали, многие бы, это могло бы ввести к многим проблемам, в том числе многие семьи могли бы распасться. В чем суть закона? Этот закон был открыт другом Дарвина в те далекие времена, 19 век, в начале 20 века. Значит, богатый человек, лорд, решил провести эксперимент, решил скрестить самца зебры с чистокровной арабской кобылой. Вот такой богатый человек решил так вот поразвлечься, решил так вот посмотреть, что из этого получится. Да, процесс совокупления был, но зачатие не происходило. Все-таки достаточно отдаленный по видам, по роду, там, сказать, было разнение достаточно большое между этими двумя животными, хотя парнокопытные, хотя к лошадиным и так далее, и так далее. Но вот, так сказать, подвиды разные, поэтому там не происходило зачатие. И он, разочаровавшись в этом опыте, зебру отправил через какое-то время в зоопарк. А кобыла-то, она кобыла, она же, что зря пропадать-то ей. Годика через 2, через 3 решил скрестить ее также с чистокровным арабским скакуном. И вот тут стало происходить невероятное. И вот тут эта кобыла стала рожать полосатых жеребят. И никак объяснить ученые этот факт никак не могли, до сих пор и не могут. Почему? Да, это на самом деле так, это исторический факт, так и есть. И почему так происходит, они не могут объяснить. Но на самом деле эти объяснения уже есть, они опять-таки в ведических писаниях называются законы Рады. Рада – это богиня плодородия. Так вот, все в этих законах, все очень четко, так сказать, описано, что это за явление называется. Так называется законы Риты, или законы Рады называется. В чем суть этих законов? Оказывается, не только носителем генетической информации являются сперматозоиды и яйцеклетка. По ведическим знаниям, оказывается, во время полового акта, а именно во время оргазма, происходит передача информации на уровне энергетических процессов между мужчиной и женщиной. Во время оргазма мужчина как бы впечатывает свою, на энергетическом уровне впечатывает свою информацию в тонкое тело женщины, что приводит к фиксации этой информации в ней, и эта информация в ней как бы задерживается. Но дальше эта информация переходит на так сказать, грубое тело и так далее, и так далее. И эта женщина уже в себе несет информацию об этом мужчине. И, соответственно, что происходит дальше? Дальше, если она вступает в половые связи там, с мужчинами, с другими мужчинами, то, если она рожает от них детей, то в этих детях будет информация того первого мужчины, который был с этой женщиной. Вот. И, соответственно, но она, кстати, может в себя впитывать информацию таким же образом и от других мужчин. И, соответственно, если эти мужчины имеют определенный уровень духовного, физического, такого развития, она все в себе отнесет. И практически она последующим детям будет передавать всю эту информацию в своем как бы будущем поколении. Благочестивого, хорошего потомства здесь не жди. Поэтому это тоже ведет, в общем-то, к деградации, по большому счету, и рода, и, если брать про человечество, то это ведет к человечеству такие беспорядочные сексуальные связи. Люди, к сожалению, этого не знают, но этот закон очень хорошо знают те же собачники, да? Если там суку покрыл, там, скажем, кобель, там, да, какой-то другой породы, то все это, как бы она там ни была чистокровна, чистопородна, все это, так сказать, собака полностью выбраковывается. Уже все, она не может участвовать в различных конкурсах, она не может давать потомство и так далее, и так далее. Она может физиологически, но с точки зрения чистоты породы уже, как бы, уже это, так сказать, процесс нарушен.
Вот, она выбраковывается. Я помню, у меня была собака, которая вот так вот я случайно где-то так упустил из вида, и он, значит, вот, покрыл сучку другой породы, тоже чистопородной, другой породы. Так там столько было, так сказать, криков, визга там со стороны хозяйки этой собаки, да, я, в общем-то, понимал, что, так сказать, конечно, я упустил, я не прав, поэтому мне пришлось компенсировать даже материально, потому что я понимал, что это будет уже выбраковано, все, она уже не готова к дальнейшему, так сказать, там, чистокровному плодоносительству. Поэтому вот подобное как бы явление, если человек практикует в зависимости от секса, да, мужчина или женщина, то, соответственно, это явление оно тоже имеет место быть и определенным образом косвенно влияет на потомство, какое оно будет, что в себе будет нести. Причем самое интересное, когда говорится, что женщина, да, она вот сколько мужчин у нее есть, но особенно первый, да, но все остальные мужчины тоже оставляют в ней некий, так сказать, энергетический информационный след. Вот. Ну, кстати, между прочим, в меньшей степени, но этот процесс и происходит и с мужчинами в обратную сторону. Мужчина тоже в себе несет на энергетическом уровне след тех женщин, с кем он был в сексуальных отношениях. И если это женщины как бы там определенного уровня, падшие женщины и так далее, то что хорошего он в себе несет. Соответственно, это тоже не есть хорошо и, соответственно, тоже влияет на потомство. Кроме того, я уже сказал, то, что чрезмерная сексуальная активность, даже в супружеских отношениях, она чревата проблемами. Сексуальная активность, если она чрезмерна, то это приводит не только к проблемам, к развитию этого вожделения в дальнейшем, но и приводит к тому, что сексуальная энергия, а это энергия творческая, это не только сексуальная, это энергия творческая, она ведет к тому, что вот такая ее реализация только через секс приводит к тому, что человек перестает интересоваться социальной реализацией в творческом плане. Начинаются проблемы с работой, не интересует работа, не интересует карьера, не интересует какая-то деятельность, потому что все направлено на получение телесного удовольствия. Никакого творчества, никакого развития в профессиональном плане, в личностном плане не происходит. Или происходит очень в минимальных как бы таких процессах очень. Поэтому в этом плане это тоже достаточно опасно. Поэтому во все времена сексуальная деятельность, она регулировалась законами, регулировалась традициями, регулировалась, там, скажем, там, определенными писаниями, знаниями, которые люди имели. К сожалению, сейчас этого нет. И поэтому, более того, всячески обществом деградируемым поддерживается эта сексуальная активность, вся реклама, вся как бы различная, все подталкивает человеку там давай, занимайся сексом, это классно, это хорошо, так далее, фильмы, порнофильмы, интернет. К сожалению, это достаточно опасное явление, и люди все больше погружаются в это вожделение, и тем самым, сами того не понимая и не зная, деградируют. И не просто деградируют, они еще и свое потомство определенным образом можно так сказать, плодят недоброкачественным. В силу незнания, непонимания, опять-таки, в силу восприятия себя как тела. Но, к счастью, это не так. К счастью, мы не являемся только телом, мы являемся душой. И если человек это понимает, то, соответственно, возникает вопрос, если я душа, то зачем я в этом мире, что это такое окружающий мир. Если человек понимает, что он душа, то, соответственно, у него возникает вопрос, а что же надо мной, почему я здесь, почему я в этом мире, какой смысл этого моего пребывания здесь, в этом мире, как души, чего я должен здесь делать, как я должен с этим миром взаимодействовать, что это за мир. И тогда человек начинает задавать эти вопросы, тогда человек начинает интересоваться этими вопросами, искать ответы на эти вопросы, и происходит его развитие. И, конечно, он получает ответы. И ответы получаются через различные религиозные знания, через религиозную включенность. И тогда происходит развитие личности человека в духовном плане.